Мастер-класс от признанных чемпионов в центре Бугульмы, герои предстоящей гонки «Шелковый путь». Дрифт от Эдуарда Николаева. 50 машин-участников вместе с чемпионами Дакара демонстрируют свою боевую готовность. Данные мероприятия проходят в разных городах, и сегодня Бугульма является хозяйкой, так скажем, проведения этого мероприятия. Жители счастливыми обладателями этой уникальной возможности. Сегодня Бугульма стала меккой для любителей скорости. Алексей Кузьмин специально выбрался из Оренбургской области, чтобы увидеть синюю армаду и пожелать ей удачи перед ралли. Года болею только за КамАЗ. Также поддерживаю другие наши команды, например, там Сергея Корякина. Ралли «Шелковый путь» впервые зашел в Бугульму, и я надеюсь, что это станет уже доброй традицией. По крайней мере, как говорит Азат, что это в первый раз, когда они делают парад, и на улице солнечная погода. Всегда шел дождь. Это тоже знак. Встречали гонщиков сотни зрителей. Скоростное шоу жители Бугульмы видят впервые, но встречать спортсменов здесь как родных. Когда уже на подъезде города нас встречали, когда они посмотрели, сколько народу здесь собралось, уровень организации, конечно, очень высокий. В принципе, хотим сказать городу спасибо, что не ошиблись мы с выбором, именно приехав в Бугульму. Уже скоро асфальт Бугульмы участники ралли поменяют на бездорожье. От юго-востока республики они стартуют в сторону Астрахани. КамАЗ-мастер в этой гонке протестирует свой новый автомобиль с двигателем 13 литров. На которые у нас также надежды на следующий год, Дакар 2019 года, и которые мы должны полностью испытать на ралли «Шелковый путь». Эту гонку, в частности, мы используем для испытания новых узлов, новых решений. 20 июля автомобили выйдут на старт в Астрахани. «Шелковый путь» длиной 2500 километров продлится 7 дней и завершится 27 июля уже на Красной площади Москвы. Альбина Минибаева, Филиза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма.